Ассаламу алейкум. Приветствую вас всех, друзья. Шалом, арийцы. Всех, друзья, приветствую. Сегодня 22 октября 2025 года, 18 часов 7 минут по городу Джохару, по Берлину и 19 часов 7 минут по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Сегодняшний наш стрим называется «Даже Z-пропаганда уже не верит в победу России». Давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. Но перед этим хотел бы вам напомнить, что сегодня Россия очередной раз нанесла удар по детскому саду в городе Харькове. Погибли люди. Россия именно так вела войну против чеченцев, чеченского народа. Она всегда била по детским домам, роддомам, больницам, вокзалам, мечетям. И сразу же начинала визжать о том, что это делаем мы сами. Сейчас она начала визжать о том, что это фейк, это неправда. Это наглая, гнусная ложь. Наглая, гнусная ложь. Вот так вот Россия ведет войну. Всегда в своей истории вела, а просто на чеченском примере я всегда вам просто показываю, как она ведет войну. И что это не случайности, если она бьет по Украине, бьет по роддомам, бьет по больницам, по детским садикам, по большому скоплению людей. И кажется, может случайно, ошибка. Нет ничего ошибочного, абсолютно не случайно, целенаправленно, всегда нарушает правила и обычаи ведения войны, всегда нарушает международные конвенции, совершает военные преступления, преступления против человечности, потому что это фашистская страна во главе с фашистской террористической бандой ФСБ, которая так и не была люстрирована и привлечена к ответственности. После развала Советского Союза и КГБ СССР сохранилась. Более того, к большому сожалению, Украина топчется на месте. Именно из-за того, что КГБ УССР находится в Украине и является пособником. Понимаете? И их задача, на мой взгляд, я надеюсь, я ошибаюсь, хотелось бы ошибаться, но на мой взгляд, сточить украинских патриотов, чтобы их не осталось, чтобы их не было, нельзя было привлечь к ответственности. Вот такая вот, к сожалению, ситуация. Мы иногда там обижаемся на Дональда Трампа, обижаемся на там весь мир, почему там не помогают до конца там и так далее, и так далее. Но на самом-то деле вся причина, и в первую очередь причина в том, что именно потому что внутри Украины существуют те, кто зазывал этих бандитов в свою страну и хотели стать частью большой новой русской империи, а сами стать неодворянами, о которых говорил Патрушев. Вот такая вот ситуация. И поэтому эта война очень странная. Очень-очень странная. Понимаете? Всех тех, кто находится по старой традиции, сообщаю вам, все те, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, беспокойтесь о вашей безопасности. А все остальные присоединяйтесь, пишите, задавайте вопросы, пишите комментарии и так далее и тому подобное. Так, сейчас одну секунду, пока вы собираетесь, я вам хочу эту новость более развернуто рассказать. То стучится в дверь моя. Так, Шамиль, Мишлях, Шарани, Шавега Шойлю, алейк салам, всех приветствую. И вам мир, Мишлях. И вам мира. Всего хорошего. Только лучшего.
Так. Валейкум салам, враг государства. А ты какого государства враг? Если ты про Россию, то это уже не до государства, если что, да. РФ. Нет такого государства, да. Нет такого государства, РФ. 22 октября 25 года российские войска, оккупационные, фашистские, дополню я, нанесли удар 3 дронами типа «Шахед» по частному детскому саду в Холодногорском районе Харькова. Это произошло вскоре после ночной массированной атаки на Украину. По предварительным данным, все дети были эвакуированы в укрытие до взрыва, и среди них пострадавших нет. Однако атака привела к жертвам среди взрослых и к значительным разрушениям. 10-1. Ну вот, это фашисты, самые настоящие фашисты. Не получилось у них там встретиться там, с Трампом, хотя это еще не все решено. И еще это все будет двигаться в этом направлении. Но, видите, сразу начинаются вот угрозы. Вот нанесение удара по детским. Ну вот фашисты, самые настоящие фашисты. Просто должно быть любому россиянину должно быть стыдно, что делает его страна. Он должен посыпать голову пеплом. Это уже невозможно. Сколько можно вот столько убивать людей, бить вот целенаправленно. Фашисты самые настоящие. Сегодня самая такая оголтелая Z-пропаганда уже потухла. Уже никто раньше, как раньше, не говорят. Уже своему Путину не верят. Путин сливает, ФСБ сливает свою вот эту фашистскую русню, свою вот эту банд-армию. Он всех сливает, Путин. И сольет всех до единого. Главное, чтобы сохраниться самому и сохранить учреждение, которое его курирует, контролирует, поддерживает и так далее. Все держится на КГБ СССР. Вот на этой системе держится. И, конечно же, они будут сливать все. Но им нужно максимально убить украинцев, максимально додавить, добить этот вопрос. Почему? Потому что от этого зависит все, от жизни их зависит. Плевали они на русских, плевали они на людей, плевали они вообще на россиян в целом. Про других вообще молчу. Вообще им плевать на всех. Только лишь они. Когда вы это, россияне, русские, поймете, просто невероятно, насколько нужно быть тупым просто, чтобы это не понять. Но сейчас даже вообще оголтелые Z-пропаганда уже они начали понимать. Понимаете? Даже Z-пропаганда уже не верит в победу России. Как-то так, друзья. Так. Валейк салам. Алихма с грузинским флагом. Валейк салам. Амаджоба генацвале. Так. Путин, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Паштет, согласен. Волю Ичкерии. Спасибо, Максим. Победу и свободу, волю Украине также. Так, паштет, дякую, дякую. Дякую. Так, что у нас? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему достаточно большое чеченское население Казахстана не спешит вернуться на землю предков? Дмитрий Бродский, здравствуйте. А с какой целью вы интересуетесь? Я понимаю, что у вас тоже как-то фамилия и имя не совсем казахское. С какой целью вы
И вы, наверное, мне задаете вопрос, я похож на чеченца, живущего в Казахстане? Может, вы им зададите этот вопрос? Так, как твои ахматовцы, трусы бежали с Курске? Дюк, а почему это мои они? Это не мои, это ваши. Ваши? Привет, привет. Я казахстанец в прошлом и знаком был со многими. Ну и что? Может, тогда сам себе этот вопрос задашь? Ко мне в чем вопрос? Кто-то там женился, кто-то остепенился, кто-то остался. Какие вопросы, не понимаю. Питание подписки. Чий Крым? Это что за троллятина здесь такая прошлогодняя, протухшая? Мы этот вопрос уже давно прошли. Мне кажется, сзади висящие флаги и вообще одежда, все это может уже... Совершенно верно, Максим Швед. Не треба равнять Ахмат и настоящих ичкерийцев. Абсолютно так. Говенгов, алейксалам. Так, Виталий ждет ответа. Что за ответ ждет? Что вы думаете о Кадырове, о Апти? Мне кажется, у Апти другая фамилия. Нет? Тебе так не кажется? Отличная, отлично. Я все отлично, супер. Чем меньше у тех, кто сомневается в победе России, должно быть, потому что больше вероятность применения ядерного уже вот такой парадокс. Атомик Тербалян. Но смотри, Атомик, я не думаю, что Россия применит ядерное оружие. Россия не посмеет применить ядерное оружие. Россия знает, что в случае применения ядерного оружия ее сотрут. Путина, ФСБ, их всех сотрут. Вообще, знаешь, в чем проблема? Проблема в том, что вообще заигрывание с этой ФСБшной вот этой бандой, с Путиным, с этой Россией, торговля с ним, уступки какие-то. Они не понимают языка, человеческого языка, ничего не понимают, понимаешь? Но вот спецслужбы, они вот так устроены. И тут на Западе, и во всем мире, они так устроены, они пытаются где-то как-то что-то там аккуратно, красиво что-то там сделать. И вот мы видим то, что мы видим. Нужно было давным-давно томагавки Украине отдать, нужно было ядерное оружие Украине вернуть, как только Россия пересекла границу и начала там кривляться. Сразу же завести ядерное оружие. Вот, товарищ Зеленский, получите ядерное оружие. Вот вам томагавки. Извините, мы не смогли вас уберечь. Соблюсти договор, там, Будапештский меморандум, хотя всего лишь это меморандум, но все же для нас это большая угроза, Россия. Вот вам ядерное оружие, вот вам томагавки, вот все, что вам нужно, еще что-то, если будет нужно, приходите и так далее. Но проблема в том, что, опять же, внутри Украины сидит российская агентура. Вся агентура, которая завлекала вот эту фашистскую русню в Украину, половина вины на тех, кто внутри Украины. Понимаете? Вот с этим может быть связано. Поэтому, да, большая проблема. В Украине огромное количество российской агентуры. Это большая проблема. Но Россия никогда не применит ядерное оружие. Никогда. Я верил, я думал применить и так далее. Да, они могут создать ажиотаж. Они могут там угрозу там нацеливания создать, чтобы паника была и все остальное. Никогда они его не применят. Я в это не верю просто ни на одну секунду. Понимаете? Не потому, что людей жалко или там еще что-то. Нет, нет, ни в коем случае. Они убьют до последнего человека, до последнего. Просто чтобы 1 час прожить на этой земле. Понимаете, вот так они держатся за свою шкуру, свою вот эту старую, это дряхлое вот это свое тельце. Вот так они за него держатся. Они именно потому, что получат ответку, они не применят это ядерное оружие. Вот только лишь поэтому.
Но создать видимость, чтобы с ними разговаривали вот эти понты ФСБшные, да, мы же знаем, как умеют они понты там нагнетать еще со времен КГБ, как они умели. Вот это, да, это они могут. Это они создать могут. А так нет, не применят. Никогда. Никогда. И если правильно подойти к этому вопросу, четко поставить вопрос, так сказать, ребром, применяете, давайте полный вперед, так сказать. Вы нам, мы вам. Вы только задумали запустить, мы вам сразу же накидаем так, что мало не покажется. Все, этот вопрос быстро снимется. Все дело в том, что с ними играют, что их приглашают на Аляску, что им красные дорожки расстилают, да, что-то у них забирают, что-то с ними подторговывают, приторговывают и так далее. Выгоды мы уже видим. Пока Украина взяла за пятачок эту фашистскую Россию и держит ее мертвой хваткой, Сирию, ну, можно сказать, потеряла, хотя там тоже игры какие-то свои идут. Иран сдает Россия. Нагорный Карабах уже все, туда уже не лезет фашистская Россия. Что там еще? Ну вот ряд за рядом, шаг за шагом, все уступает. Ну, вот, Арктика, Аляска, Чукотка, Якутия. И вот процессы идут. Да, бенефициарами являются в том числе Соединенные Штаты. Ну, вот такая вот ситуация. К большому сожалению, труднейшая ситуация. Ну, посмотрим дальше, как это будет развиваться. Но не применят, ни в коем случае не применят. А это все фигня, понимаете? Фигня. Да, мобилизация будет, да, всех вот этих резервистов, которых они пока не трогали, а уже все те вот эти наемники закончились фактически, вся вот это за 1 000 000 рублей, там, за 200 тысяч рублей, сколько им там платили, которые пошли, они уже заканчиваются, уже закончились, сейчас уже Украина готовит, уже давно готовит, уже с лета готовит мощный удар ответный. Видимо, по какой-то причине откладывается. Видимо, нужно этот удар нанести так, чтобы максимально эффектно это было, максимально эффективно это было. Ну и вот такая вот ситуация. Пока вот, к сожалению, Россия будет еще мобилизовать. И все, кто надеялся, что их не берут, что кого-то там берут там за тонировку, там мелкие какие-то правонарушения и так далее, а он просто резервист, просто запишется резервист, его пока не забирают, всех будут забирать. Всех, до последнего. Пока Россия, внутри России, русские, российские не поднимутся, не скажут, все, хватит, мы не пойдем на эту войну. За что мы должны убивать украинцев? Понимаете, за что вы их убиваете? Объясните мне просто. Кто-нибудь может из вас, русских Z-патриотов, супервоинов, там еще кто у вас там, за что вы убиваете украинцев? Понимаете, русских в том числе, которые там живут. Якобы вам плевать на русских. Абсолютно плевать. Вам 1 000 000 рублей дашь, вы пойдете любого русского соседа своего зарежете. Это все понятно. Просто объясните, за что вы убиваете? За то, что КГБ СССР захотела стать неодворянством, вот за это убивать, а вы законными холопами, законными рабами, законной прислугой, потому что кроме ФСБ дворянства другого не будет на России, понимаете? Вы даже агенты ФСБ, вы будете только вот прислугой, да, привилегированной прислугой, но всего лишь прислугой. Вам нельзя будет жениться, кастовая система, как в Индии у вас будет. Вам жениться нельзя будет на ФСБшнице или выйти замуж там за ФСБшника. Понимаете, вы только прислуга. Вот такая вот за что вы воюете. И сейчас вас будут мобилизовать, вас всех вас резервистов будут дальше призывать, чтобы защищали корону, так сказать. Корону. Алейкум адекват, машо. Наворовал, хорошо сидеть и вещать из-за рубежа, говорит Анни Германи, да. Ты уверен, Анне, что я что-то наворовал?
Так, давайте почитаем, что у нас здесь написано. Как вы относитесь к смешанным бракам чеченок? Диванный аналитик. Диванный аналитик, дать. Какое твое дело, как я к этому отношусь? Вот какое сейчас отношение имеет к тому, что я сейчас говорю, ты зашел здесь, решил обсудить какую-то тему, что ли? Я не понял. Мне так нравится, давайте затронем эту тему, раз вы затронули. Мне так нравится, когда вы говорите там смешанные браки, у них там это, там у них ЛГБТ митинги не проводят, там у них там прайды какие-то не создаются. Мне так нравится, когда вы так говорите. У нас четверть населения похоронили. Народ в заложниках находится. Ёб вашу мать, как говорила моя бабушка, какого своего свиного рыла вы суете к нам и лезете к нам, кого мы, женщин, выдавать будем за кого-то. За кого-то выдавать мы не будем. Мне просто интересно. Вы убили четверть нашего населения, оккупировали нашу страну. И все делаете вид, и англичане, и немцы, и американцы, делаете вид, что этого не было. Понимаете? Хотя тонны просто есть доказательств. Вы делаете вид, что этого не существует. Вы делаете вид, что мы часть фашистской России. Вы, все россияне в первую очередь, и весь остальной мир дальше, вы взрастили вот этого упыря ФСБшного Путина, Патрушева и всех остальных, и вы своим свиным рылом лезете в наш калашный ряд и спрашиваете нам о каких-то смешанных браках? Да вы понимаете, черт побери, что происходит? Вы нас уничтожаете. У нас треть населения находится, бежавшее, рассеяно по всему миру. Над нами работают до сих пор ваши все вот эти пропагандисты и фашисты. Часть народа, которая находится в Ичкерии, находится полностью под тоталитарным режимом. Какого твоего черта спрашивать меня про наши смешанные браки? А? Не пошел бы ты вслед за русским кораблем на 3 буквы? Понимаешь? Надеюсь, я тебе доходчиво объяснил. Меня так вообще нравится, когда вы так заступаетесь за права чеченцев, чеченок, чеченцев, там, ЛГБТ. Но забываете про 250 тысяч убитых наших людей. Где на BBC, например, которая сейчас так много рассказывает там про какую-то девушку, которую убили. Еще неизвестно, кто ее убил. Еще никакого доказательства нет. Но уже рассказывают, какие злые там традиции у чеченцев. Как там это было, как там то было. Так, а где презумпция невиновности тогда? Почему вы это не говорите? Ну, на BBC почему-то сидит какая-то фашистка российская и рассказывает буквально месяц назад про королевство Кадырова. Какое королевство Кадырова? Вы что, на BBC совсем беленов объелись? Вы что, забыли, что это часть России? Какое же это королевство? Deutsche Welle на русском фашиста Ходорковского днем и ночью нам рекламирует. Я не знаю, может, Ходорковский забашлял вам Deutsche Welle, но днем и ночью только про Ходорковского говорят. Если бы я хотел бы похитить и убить Волкова из ФБК, как это хотел сделать, заказывал, как говорят, средства массовой информации, Невзлин, пособник и соучастник, видимо, старых других своих убийств, Невзлин и Ходорковский, вы меня бы никогда не то что на экране не увидели, на каком-нибудь Deutsche Welle, BBC, там еще где-то. Вы бы меня на свободе не увидели бы. Меня бы преследовали бы днем и ночью бы. Как пытавшегося чеченца убить бедного Волкова. А тут как будто ни в чем не бывало. Сидит фашист Ходорковский и рассказывает нам об этом. Вы что? Ну что за двойные такие стандарты? Вы что, вообще что ли попутали?
Так же дела не делаются. Мы-то тоже понимаем, что происходит. Можем анализировать. Нам сейчас рассказывают про какие-то права. Где права чеченцев? Где? Давайте последовательно. Последовательно. Я за то, чтобы соблюдались права всех людей. И женщин в первую очередь чеченских. Если мы за чеченских женщин говорим, вообще всех женщин. Но давайте последовательно это делать. Давайте сперва 250 тысяч убитых наших граждан вспомним. Давайте сперва вернем право чеченцев на свою страну. Да, она оккупирована. И я вас не прошу идти воевать туда. Но давайте хотя бы сделаем так, чтобы вы признаете право чеченцев на свое государство. Ведь чеченский народ весь проголосовал, провел референдумы, провел там куча всех действий, избрал президента, парламента, весь мир признавал, приезжал. ОБСЕ наблюдала, пока Тим Гульдеман, представитель ОБСЕ, не предал принципы ОБСЕ, не предал принципы демократии, не предал принципы невмешательства и независимости, и не перешел на сторону русских и начал сливать чеченский народ. Давайте поэтапно, последовательно. Давайте вы дадите нам создать свои гражданские органы, гражданские институты. Понимаете? И потом будут права женщин защищать, права там животных защищать, всех остальных. А как по-другому? А тут людей убивают, самое главное право на жизнь им отказывают. А тут заходит какой-то чувак и нам рассказывает о каких-то правах чеченок. Про смешанные браки. Так что вот так вот. Давайте поэтапно, а то как-то нечестно дело. Так. Привет, Майами, Олег Майами, приветствую. Так, давайте дальше. Теперь комментарии мы почитаем. YouTube. Так, друзья. Распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей, только те, кто не находится в России. Пожалуйста. Будьте аккуратными. Берегите себя. Роял, алейкум, друзья, я вас всех приветствую. Сердечно. Короче, я тут смотрю. Здесь, кстати, слова Джахара. Русские больны шизофренией, манией мирового господства. Да, абсолютно так. Абсолютно.
Так, так, так. Почему чеченский флаг у тебя не наверху? Выше чеченского флага только Всевышний Аллах, говорит Беслан. Беслан, вот когда вот такой мужчина, как ты, выйдет и будет флаги поднимать, вот тогда я хочу посмотреть на это. Даже, а то комментарии писать, вы все гораздо идем, да? Вот когда до дела доходит, не видно вас почему-то, да? Так, где вы? Где вы, Дион? Где? Так интересно за вами наблюдать. Даже ничего отвечать не будет, просто читать вас достаточно, да? Я смотрю, тут, значит, собрались. Сейчас я отключу вот эти, просто они засоряют все и не получится нормально. Привет, Старклайт. Почему мистер Трамп заигрывает с Россией, не дает томагавк Украине против, чтобы Израиль аннексировал западный берег? Ой, не знаю, не знаю, что не дает. Так. Действительно, комменты тролли захватывают внимание, отвлекают, да, Шамиль? Отвлекают. Так, ну что ж, Россию мочат так, что уже даже зетники уже почему-то попритихли, да? Что с вами, зетники, да? Гилани Милуа. Гилани Милуа.
Алейкум Лайманез. Кстати, новость. Пакистан и Афганистан подписали соглашение о прекращении огня при посредничестве Турции в Дохе, столице Катара. Соглашение было подписано министрами обороны при участии главы турецкого ведомства МИД Ибрагима Кылыча после 13-часовых переговоров. По информации источников в сфере безопасности в поддержку Турции и Катара в Дохе, столице Катара, прошли переговоры по конфликту между Пакистаном и Афганистаном. Ну вот, помирились. А то могли бы еще очень долго воевать, друг друга гасить. А что? Гитлеру было. Ходит Гитлеру. И что, вы? Ишца Хюттерелили, ше Оман, Зидеш, ну Че Гевара, Гитлера, ой, мек что-то, давай это. Ты кто такой? Давай, до свидания, бож, понимаешь? Так. Вот тебе. Как вы, наверное, знаете, Геннадий Хазанов, известный шут, который дарил Путину корону и другие царские регалии во время геноцида чеченского народа, теперь распродает свою недвижимость в России и спасается. Все бегут. А что такое случилось? Что произошло, уважаемый Геннадий Хазанов? Что такое случилось? Остались бы, пожили бы немножко под томагавками, под, может быть, ядерным ударом, которого у Украины, к сожалению, нет, нанести. Пожили бы, почувствовали бы то, что чеченцы на себе чувствовали, когда вы Путина возводили в цари, когда вы на чеченской крови закрывали глаза и делали деньги, покупали недвижимость, квартиры, дома, дачи. Что же вы бежите-то? Оставайтесь, не надо убегать. Оставайтесь, хлебните вместе с российским народом, который так же, как и вы, возводил Путина на пьедестал монаршей. Давайте, оставайтесь, Геннадий Хазанов. Зачем же так? Не надо убегать, Леон. Оставайтесь вместе со своим королем. Нет, бегут, распродают квартирки. Сегодня просто увидел эту фотографию и вспомнил. А правда, Хазанов, ну, прошла новость, продает квартиры, там, дома, что-то там, все сбыть. Жена сейчас его тоже продает, все скидывают они, имущество, разбегаются. И Facebook, друг по Facebook опубликовал фотографию, где он дарит ему, помните, корону. Я ее у себя в YouTube-канале выложил в разделе сообщества. Смотрю, опа-на, точно, это же наш любимый Хазанов, который дарит корону Путину. Да? Молодец, Путин, царь русский. Убивай чеченцев, проливай кровь чеченцев. Это же террористы, это же фашисты. Их всех надо уничтожить. Правильно же, Хазанов? Да, правильно. Ну, что ж теперь бежать-то? Надо остаться, да. Остаться нужно. А так как-то царя бросать, да? Прям как крысиное царство бросать. Неправильно это, неправильно. Вот сейчас смотрю кадры.
По Харькову нанесли, по детскому саду нанесли удары российскими беспилотниками. 3 беспилотника, представьте себе, только благодаря тому, что воспитательницы быстро успели схватить этих детей и увести их в укрытие, 48 детей спасены. Но погибли люди, гражданские, мирные люди погибли. Представьте, насколько варварски, насколько подло воюет Россия. Целенаправленно, даже если они не погибли, эти дети, какой шок, какой стресс они испытали. Какой ужас, хотя детская психика быстро забывает, дай бог быстрее забудут, но все равно. Представьте себе, фашисты самые настоящие. Самые настоящие. Так, давайте дальше. Почитаем, что у нас пишут. Азат, ты смотрел карту России, где проблемы с топливом? Нет, не смотрел. Потихоньку мобилизацию начали типа помогать сбивать. Потихоньку мобилизация начали типа помогать сбивать дроны, говорит Иркин. Новости крутят, что Русня провела учения с ядерной подготовкой и стрельбами. Да, Шамиль Владимирович, это такой Путин ответ такой делает. Да? Мне иногда кажется, что они все, и администрация президента США, и администрация Путина смотрят именно наш канал. Мы их разоблачаем, и они начинают еще больше там что-то эскалировать. Я не могу забыть, как я сказал, что самые лучшие люди на России — это зэки, которые у них сидят. И они начали призывать на второй день, через неделю зэков начали призывать. Ужас просто. Так, дальше. Там в Ставрополе, Дагестане проблем много. В Осетии тоже началось. Но вот Чечена, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачай, Черкесии нету. А почему нету? Чем ты это объяснишь? Асан, ты не помнишь, в каком году Путин объявил премию для рождения второго ребенка? Не помню это, но я где-то в начале это было. Я тебе сейчас скажу. Я как отец, многодетный отец, я эти вещи очень помню. Наверное, это было, наверное, 2005 или 2006, наверное. Так. Почему отделение чеченские и русские беженцы, как представители РФ и ЧРС, стараются говорить из ПАСЕ? Почему отдельные чеченские и русские беженцы, как представители РФ и ЧРИ, стараются говорить из ПАСЕ? Аят, это очень хороший вопрос. Отдельные чеченские и русские беженцы, как представители РФ и ЧРИ, пытаются говорить. Это очень хороший вопрос, Аят. Мы же прекрасно понимаем, мы с тобой обсуждаем эти вопросы очень часто. Люди пытаются представить себя властью. Дело в том, что есть такое распространенное мнение, что демократия — это тогда, когда тебя поддерживает народ. А легитимность, она уже отодвигается на второй план. Вот это такой спорный момент в демократии, что если вышел народ и сверг эту власть, да, то вот тогда она считается уже вот новая пришедшая власть, она уже легитимная. Вот так вот пытаются представить. Хотя это не соответствует действительности. Особенно если была война, оккупация и все остальное. Но именно поэтому мы видим много симулякров, которые действуют для того, чтобы представить, что наша законная власть в лице президиума и вас, в лице Аят, уважаемые, и президиума правительства, что она как бы не поддерживается народом, а есть какие-то люди, которых поддерживает власть. И эти люди пытаются всячески говорить от имени чеченского народа. И все бы ничего. И чеченский народ никогда бы не поддержал бы и не поддерживает, несмотря на огромные вливания денег, поддержку, которые пытаются там представить их какую-то деятельность, их не преследуют, их родственников дома не преследуют, их самих не преследуют. И несмотря на это,
нас, простых людей, которые поддерживали бы власть, мы не можем говорить. Мы не можем высказывать свое мнение. И вот в этом несправедливом положении, когда настоящие чеченцы, то есть свободные, не работающие на Россию, на ФСБ, на ГРУ, а как мы знаем, многие работают и постукивают в силу разных обстоятельств. Кто-то там в силу там сложившихся обстоятельств попал в это. И вот они пытаются превратить нашу законную власть в маргиналов. И сказать, что ну да, это есть там, ну смотрите, да, это, конечно, там есть где-то там власть у нас, но есть люди, которых поддерживает чеченский народ. И вот таким вот образом, несмотря на то, что мы разоблачаем, говорим о них, они продолжают нести вот эту работу, свою деятельность. Днем и ночью. Они представляются министрами обороны, министрами, там, премьер-министрами, какими-то там этими. То они за демократию, то они за шариатскую форму правления, то они за конституцию, то за Горскую республику, то за еще что-то. И абсолютно их ничего не смущает. Главное, чтобы вот народ их поддержал. Именно поэтому они хотели бы нас заткнуть. И они так хотят на нас делают, демонстративно нас делают вид, что не замечают, хотя каждое наше слово штудируют, записывают, конспектируют и так далее. И вот они сейчас начали говорить, что вот мы будем говорить в ПАСЕ, там еще где-то. А там есть разные Тимы Гульдеманы и другие пособники российского режима, которые для того, чтобы скрыть, почему они так резко разбогатели после геноцида чеченского народа, так близко начали с русскими бизнес делать, взаимоотношения, нефтью торговать, еще чем-то заниматься. Ну, как-то так вот случилось. Почему так? Непонятно, но вот разбогатели люди. И они вот пытаются все скрыть, потому что новый мировой порядок, когда будет устанавливаться, все это вскроется. Им нужно сделать так, чтобы это все не скрылось. Я думаю так, Аят. Я думаю так. Ну, а я обязательно тебе задам этот вопрос в субботу. Как раз поговорим на эту тему тоже, да? Так. Кстати, а в чем вопрос? Что ты имел в виду? В каком году Путин объявил премию для рождения второго ребенка? Так, США. Салам алейкум, брат, хороший стрим. Спасибо, алейкум. Китайцы в канистра возят бензин, чтобы обеспечить россиян. Бензоколонка без бензина осталась. А в России вместо ламп будут свечи. Да, в Москве после 2014 и 2022 года доля аренды жилья от зарплаты что-то упала. Ничего не понял. Так. В 2007 году начали давать деньги за второго ребенка. Ага. Ну, может быть. Да, скорее всего, так и было. 2007, наверное, был. Ах, вот о чем дело. На сегодня им исполняется 18 лет, и их могут отправлять на СВО. Путин дал мат-капитал не для народа, а для будущего пушечного мяса. Точно, 2007 год и 25 год, точно. Готовился к большой имперской войне. Они очень серьезно подошли к этому.
Да, точно, сегодня 25-й год, и это получается такая... Люди. Эти дети всегда были за 33 серебряника. Да, а сам продолжаю свои мысли. Я думаю, это был план оккупации новых земель и нужны люди. Ну да, да, конечно, нужны были люди, но как раз сегодня 18 лет, как вот правильно говорит Старклайт. Невероятно. Ну, конечно, он воинами и живет. Ему нужно убивать людей, чтобы жить. Это такой людоед. Да, вообще сама власть в России людоедская. Она по-другому не может, понимаете? Иерусалим русские хотят завоевать в комментариях. Да, русские хотят, чтобы это причем делали мы. Причем, знаете, очень важно обратить внимание, тоже очень-очень важный момент. Некоторые русскоговорящие еврейские блогеры тоже почему-то в упор не видят русских. В упор не видят, что 7 октября было, что нападение было. Они почему-то всех мусульман предпочитают обвинять. Понимаете? Там мусульман, живущих где-нибудь там, я не знаю, Индонезии, там нас, чеченцев, которые никакого отношения не имеем к этому. И все равно вот в упор просто. И причем такие фашистские вещи идут в оборот, что это потом тень на всех евреев отображается. Это так вот целенаправленно такая вражда вставляется. И я бы не обратил бы на это внимания. Я подумал бы, ну да, там евреи, там и есть основания евреям на самом деле обидеться на мусульман, потому что уже достали. Но ведь до 91 года они же не с мусульманами, с теми же арабами, но не с мусульманами, а с марксистами, коммунистами были. И я бы еще не обратил бы на это внимание, если бы не знал факта, то, что нас русские убивают, ФСБ, российская банд-армия нас убивает. Но нам наши пропагандисты рассказывают не то, что русские на нас, русская империя на нас напала, а какие-то там кафиры. То есть все не мусульмане. Потом, когда начинаешь копаться, оказывается, еще среди этих не мусульман есть очень много мусульман, которых, ну, ты относишь не таким мусульманам. То есть, фактически, на нас нападает 90 миллионов российская банд-армия, 90-я вот эта фашистская Россия, имперская, 90-миллионная. Но эта миллионная, вот эта 90-миллионная банда российская, вот эта фашистская страна, она прячется, или точнее сказать, вообще ФСБ, оно прячется за 7 миллиардами остальных людей. И нам, чеченцам, надо ненавидеть всех людей на земле. Потому что в ФСБ нужно срочно спрятаться за спинами вот этих 7 миллиардов. И вот когда я вижу, что евреи, русскоговорящие, пропагандисты, матерые такие, начинают рассказывать, что все, кто там живет, и подлежат уничтожению, ну это, извините, это чистый фашизм. И тогда в таком случае это все нагнетает, это оставляет отпечаток на всех евреях, на поколение. Зачем вы это делаете? Зачем? Что, евреев 1,5 миллиарда, вам не жалко потерять там еще миллионы людей или в поколениях там? Я не могу понять, для чего это делается. Какая польза говорить за всех мусульман? Или говорить, что и все, и гражданского населения там нет, всех нужно убивать. Так это же делается завтра, вы даете козырь тем, кто будут говорить, евреев нужно всех уничтожать. Вот это очень интересное наблюдение делается. И подчерк чисто КГБшный. Чисто КГБшный. На хорошем русском все говорят, вот эти российские, русскоговорящие вот эти евреи-пропагандисты. Блогеры там какие-то. Ты так смотришь, думаешь, ну не может быть. Не может быть, как они могут это все говорить. Если вы уже победили, вы там все разрушили, там уничтожили большую часть Хамас, то как вы дальше можете вот это все повторять и говорить, вы что, сами себе стреляете в ногу? Вы думаете, что 1,5 миллиарда мусульман умрут, что ли, если вы это скажете?
Нет, вы даете козырь 1,5 миллиарду людям, чтобы сказать, смотрите, они нас всех так считают. Я тут пытаюсь навести мосты, я хочу разрулить, объяснить, доказать. И тут такие вещи. Очень странно. Очень странно. А с учетом чеченского опыта, с учетом того, что убийцы чеченцев прячутся там за 7 миллиардов, за 6 миллиардов, каких-то вымышленных каферов, маферов, всех остальных, то это у меня наталкивает на мысль, не одна ли эта школа работает. Зачем это делается? Вчера воевали с марксистами и ленинистами, и никто про мусульман ничего не говорил. А теперь резко 30 лет последние, все, теперь все исламисты. А сами же пропагандисты, Максим Шевченко, например, рассказывают о том, что нападение 7 октября, в день рождения Путина, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине, от неудач в Украине фашистской армии, кроме там Хамас, исламский джихад, Михад, там были коммунисты, говорит, участие принимали. А почему-то про них никто не вспоминает, про коммунистов. Может, тогда про Китай надо вспомнить? Там тоже коммунисты вроде бы живут. Поэтому очень странные вещи. Это евреи должны сейчас же этим вопросом заинтересоваться и посмотреть. Потому что тут мы там ведем просветительскую, разъяснительную работу. А нам такие вещи там преподносят. А это бесполезно тогда просвещать. Я могу что угодно говорить, приводить аргументы, доказывать, что евреи имеют право на свое государство, что их убивают, что их преследуют, что у них другого выбора нет. И по факту так. Но если будут сидеть какие-то пропагандисты и рассказывать, что всех нужно уничтожать, что все мусульмане виноваты, ну, извините, это, по-моему, не рационально, как минимум. Мы что, одним днем живем? А дети, а внуки, это все остается в интернете. Это все потом распространяется. Здесь в Европе живут огромное количество евреев. Я пытаюсь, чеченцам постоянно записи делаю, обращения делаю. Чеченцы нас хотят использовать. Евреи также только свое государство хотят. Они ничего больше ни на что не претендуют. И так далее, и так далее. А тут такие вещи говорят. И какой-нибудь малолетка, радикал, зомбированный пропагандой, ему, посмотри, о чем говорят. Все, у него мотивация, да, все. Он долго думать не будет. А для чего нужно? Чтобы здесь в Европе евреев убивали? Я против этого категорически. Так для чего это делается? Это провокация. Чистой воды провокация. По-другому это не объяснишь. Так, давайте дальше. Привет из Сербской Республики. Привет, Макс. Слава Украине, героям слава. Так, давайте дальше. Асан, ты видел, как Алиев унизил Путина, заставил извиниться за сбитый самолет над Грозным? Ну, я не видел, на самом деле, там такого какого-то супер унижения. Я думаю, что и извинения-то какие-то были лживые. Это целенаправленно была попытка сбить азербайджанский самолет, чтобы между чеченцами и азербайджанцами вбить клин. И это на этом не закончилось, друзья. Мы это должны... Поэтому я вновь и вновь это повторяю. Потому что мы должны знать, как только между чеченцами и азербайджанцами какая-нибудь
вспышка произойдет, конфликт произойдет, убийство, перепалка, еще что-то, провокация какая-либо. Знайте, вспоминайте вот этот самолет, который они хотели сбить, и не до конца сбили, хотя погибло десятки человек, больше 30 человек погибло. Между чеченцами и азербайджанцами хотят вбить клин. Между севером и югом Кавказа хотят вбить клин. Мы это должны помнить. Мы четко должны это все запомнить. И поэтому сразу же у вас в голове должно возникнуть: все это провокация ФСБ, российских спецслужб. Не поддавайтесь на провокации. А сам уходит, Муцураев спел песню «Иерусалим русским». 12 тысяч русских, Z-воинов покорят Иерусалим. Но если посмотреть, как русские покоряют там Донецкую область за эти 3 года, 4 года, они 1% только отвоевали, то там 12, причем потеряв больше 1 миллиона человек убитыми и ранеными, то там 12 тысяч точно не спасет там положение. Как-то так, да. Спасибо, Лиза, спасибо. Вы тоже. Вы тоже. Раньше при СССР чуть война не началась между Израилем и СССР. СССР и затем Россия — злейшие враги Израиля. Конечно, вообще все горе Израиля на протяжении 70, более 70 лет, или с 48 года по сегодняшний день, 60 лет, больше 60 лет. Это вина СССР и лично КГБ СССР. Если бы не КГБ СССР, который противостоял Западу, Америке в первую очередь и Великобритании, то Израиль давно бы договорился с арабами вокруг, со всеми давно бы евреи договорились и жили бы в мире. Просто им не давали жить, понимаете? А арабы извлекали пользу, они забирали, не те, которые оказались вот как и евреи между молотом и наковальней, а те арабы, которых в прокат сдали вот этих арабов Палестины. Они брали оружие, посмотрите, Египет, Сирия, кто там еще, Иордания часть была, Йемен, кто там, Иран. Все они извлекали, Ливия, Ливан, все они извлекали выгоду от взаимоотношения с Советским Союзом и были верными вассалами Советского Союза. Но сейчас ситуация поменялась. Но это привело вот к таким вот кровавым последствиям, к сожалению. И я надеюсь, что сейчас эта война реально закончится. Очень хотелось бы, чтобы она закончилась, чтобы люди не гибли. Важно, чтобы люди перестали гибнуть. Заложники возвращены. Безопасность Израиля на определенное время восстановлена. Теперь нужно делать так, чтобы безопасность, мир наступил на долгое время в этом регионе, и чтобы Израиль жил себе и не тужил. И все остальные жили в мире и не тужили. Но для этого нужно все, закончить эту войну, мир заключить. Палестинцы до сих пор ярые последователи марксизма и ленинизма. Да, совершенно верно. Там, просто так это не выкидывается. Это же люди верили в это. Хамас должен сложить оружие прежде всего. Если Хамас, какие-то там исламские джихады, михады и все остальные террористические банды не сложат оружие, мира там не будет никакого. Понимаете? Это инструмент, это не народная армия, как ее пытаются представить. Она является инструментом российских, иранских спецслужб.
И поэтому, конечно же, они должны быть полностью разоружены, и Израиль должен получить гарантии для своей безопасности. Пока вооруженные банды типа Хамас, все остальные существуют, никаких они не получат. А когда пропаганда рассказывает, что всех надо убивать, даже, например, русскоговорящие евреи, блогеры разные, которые здесь рассказывают, они начинают это говорить, то это дает основание говорить этой стороне: а если мы сложим оружие, вот смотрите, что они говорят. Поэтому вот эти разговорчики нужно прекратить. Туда нужно реально ввести какие-нибудь миротворческие силы и дать гарантии, что полностью разоружение всех. В противном случае тогда ничего не изменится. Если эти банды оставить, то снова начнется кровопролитие. Да, однозначно, конечно, они должны быть разоружены. Не то, что разоружены должны быть, они должны быть привлечены к ответственности, кто замешан 7 октября в событиях. А остальные должны уйти по домам. Вот в чем проблема. Они, кто это вещает, они работают на ФРФ. Я тоже так подумал. Но я-то слушаю, вот еврейский блогер, он что-то рассказывает, и я думаю, надо послушать, что он говорит. Вроде правильные вещи говорит, все правильные вещи. А потом, когда такие вещи, прямо откровенно фашистские, и такие вещи откровенно уводящие в сторону. Вот помните, Млечин такой был? Он еврей, по-моему, да, по национальности. Все там как положено, да, россиянин, правда, все. И он говорит: арабы виноваты. Вот только арабы виноваты. Русские вот единственные виноваты арабы. Прямо меня это возмутило до глубины души. Я, конечно, не считаю арабов невиноватыми. Причем не только арабов, Палестины я не только их не считаю виноватыми. Других рядом лежащих я даже некоторых считаю виноватыми в этом. Но не все арабы, во-первых, не говоря уже все мусульмане. И ладно, все мусульмане виноваты, все арабы виноваты, все мусульмане виноваты. Но как можно забыть про Россию, про Советский Союз? Это ж тогда ж откровенная просто дезинформация. И вот эти вещи, они для меня, для чеченца, который все это видел на свои глаза, нам представляли, что не ФСБ на нас напала, не русская бандармия напала, а все кафиры напали, евреи на нас напали, нам рассказывали. Понимаете, нам рассказывали, что еврейские генералы там где-то в Израиле сидели, приказы отдавали, самолеты бомбить, вот там зачистки устраивать и так далее. А потом показывали нам Ходорковского какого-нибудь. И говорят: смотрите, это евреи. Как сейчас идут в Украину воевать какие-нибудь там кадыровцы. Говорят: вот смотрите, чеченцы. Да какие это чеченцы? Это россияне, которые работают. Это мне понятно. А простому там украинцу это трудно объяснить. Он смотрит, да, сейчас украинцы понимают. Но он так смотрит, говорит: какая мне разница? Чеченец, он есть чеченец, кадыровец, он за Россию. Какая разница? Это вот так, если не разбираться. А это имеет значение. Потому что этим именно и прикрываются. Именно вот этим нас и истравливают. А мы не должны поддаваться на это. Вы за Палестину, говорит Голд. А что такое Палестина, скажи мне, для начала? Что такое Палестина? После войны Судного дня 1973 года Египет, который 20 лет был союзником СССР, начал отходить от него, сближаться с Израилем и США, что привело к соглашению 1979 года, по которому Египет признал Израиль. С тех пор между Египтом и Израилем нет войны. Да, абсолютно. И перекрыл границы, потому что вот эти... Мне очень жаль, искренне мне жаль вот арабов вот этого сектора Газа, арабов Палестины. Но они стали инструментом в руках вот этой террористической банды ФСБ и ГРУ, и Ирана. И Египет огородился. А как по-другому? Он не арабов к себе запускает, или не впускает, или впускает. Он российский инструмент террора впускает себе.
Почему должны египтяне к себе их пускать? А нам говорят, смотрите, братья-мусульмане не пускают. Да речь не в религии здесь вообще. Понимаете? Да, кто-то из них исповедует ислам, большая часть исповедует ислам. И если не разбираться глубоко, да, можно сказать так. Но египтяне подумали, нам это счастье не нужно. То же самое, посмотрите, что сделала Иордания. Им туда впустили, а Иордания всегда была союзником. И с русскими пыталась договариваться, а так была союзником всегда. Вообще создано вот это королевство, создано Британией. Так вот, братья-арабы с Палестины начали там устраивать им такой бучу. А зачем простым арабам Палестины, которые беженцы в Иордании, устраивать в Иордании бучу? Нет уж никакой логики. Ты беженец. Если ты хочешь там свергнуть власть, что-то сделать, ты подвергаешь всех остальных арабов, которые тоже беженцы, как ты, женщин, детей, ты их гонениям, протеснению подвергаешь. Ни один логически думающий человек не будет так поступать. Понимаете? Если он не работает на кого-то. Вот они начали расшатывать вот это хашемитское государство, королевство. Ну, их всех попросили оттуда. Вот и все. Так, давайте дальше. А мне никого не жалко, говорит. Потому что такие-то должны страдать, говорит. Ну, я понимаю тебя, наверное, ты непосредственно находишься в гуще этих событий, и тебе как бы своя рубаха ближе к телу, как говорится. Но все равно нужно исходить из того, что нужно пока оказаться в этой ситуации. Я как чеченец, который оказался в этой ситуации, как мой народ оказался в этой ситуации, я к этому отношусь очень объективно, пытаюсь. Понимаешь? И только лишь за то, что я пытаюсь донести до людей правду, меня объявляют и террористом, моих родственников пытают и так далее. Понимаешь, насколько это тяжело донести до людей правду и сказать, что вот все, что о нас говорят, это ложь. Только лишь за это тебя объявляют там в розыск иноагентам, террористам, фашистам, там, каратистам и всем остальным. Поэтому вам легко, конечно, говорить, там, особо не разбираться. Особенно, когда это, от этого зависит ваша жизнь. Да? Как говорится, там один у нас такой случай был, где-то там люди собрались в огромном количестве, и я не помню, там, либо драка была, кого-то побили, из определенного населенного пункта его побили, или что-то у него там украли, не помню деталей. И вот он вот забрался на эту, там, на какую-то высоту и говорит, слушайте, говорит, мне тут разбираться, кто с вас этого там населенного пункта, с того населенного пункта. Времени нету, говорит. Я вас всех, короче, всех обматерил. Вот приблизительно в этой ситуации, конечно, я понимаю. И понимаю, что многих и достает вот это все там, про ислам, когда говорят. Это тоже понятно. Когда нам рассказывают, что убийство, геноцид 7 октября совершается под названием наводнение Алякса. Это же не просто так, это спекуляция на этой мечети, она уже идет десятилетиями, веками эта спекуляция идет на этой мечети. Понимаете? И ну, все думают, ну елки-палки, когда они уже от нас отстанут? Это все понимаю я. Но нужно все равно разбираться. Если мы хотим мира, если мы хотим друг друга уничтожать, друг друга ненавидеть и потом передать это нашим детям, то да, тогда нужно действовать, как нам ФСБ говорит, вот, по их лекалам. А если мы хотим мира, хотим, да, ну, нужно разобраться, да, понять, что да, согласен, здесь нужно немножко остыть и так далее. Вот как я это вижу. Так. Все эти страны после развала Османской империи были созданы именно Великобританией и Францией. Да, да. А в вашем мире почему-то страдают разумные. Ну, страдают, знаешь, слабые.
Не обязательно они разумные, неразумные, слабые и порядочные больше всего страдают, я тебе скажу. Асан, что ты думаешь о победе Украины в этой войне? Я до сих пор придерживаюсь своего мнения, Рояль, что война в Украине продлится весь 26-й год, 27-й год, и, возможно, в 28-м году, возможно, она закончится полным поражением фашистской России. Посмотрим. Так, Аслан, я думаю, остановки военных действий не будет. ФРФ это не хочет. ФРФ понимает только силу. И я думаю, наше руководство и Трамп дадут все вооружения Украины, чтобы закончить и предать суду ФРФ. Я думаю, да, я думаю, ты прав. Россия не хочет заканчивать эту войну. Россия не может эту войну закончить. Ну, как она закончит? Вот эти все головорезы, которые у нее там есть, вернуться обратно. Ну, за что тогда? 1 миллион человек тогда похоронили. За что? Вот это все. А это все они обучены убивать и же смерти не боятся. Самое страшное для этой власти, то, что человек, который видел войну, он уже по-другому относится к смерти. Когда его рядом на куски друзей разрывали, ну, ты уже как-то поспокойнее к этой смерти относишься. И он возвращается, особенно если выпьет, это все всплывает, да, и все, и начинается эта все тема. Ну и как бы украинские спецслужбы не будут сидеть без дела. Они будут этих людей поднаправлять и так далее. Да, и не нужно их даже никого направлять. Они сами пойдут и сметут эту власть. Поэтому, да, они будут до конца. Я думаю, до конца они будут всех на эту войну посылать. Во Второй мировой войне, в других войнах Россия всегда побеждала вот этим количеством своих трупов, заваливая трупами, не щадя своих людей. И вот сейчас они хотят вот произвести, почему Трамп все время говорит 5-7 тысяч человек, 5-7 тысяч человек каждую неделю гибнет там и так далее. Потому что для западного, для цивилизованного, для нормального любого человека это ненормально, когда столько людей гибнет ни за что. Вот мне тут один комментарий пишет, не помню, как деревня называлась, Чинушина, что ли. Залез в интернет посмотреть. 0,5, 1,1 квадратных километра. Население от 300 до 400 человек проживало в этой деревне. Представьте себе. И они ее захватывали вот там сколько. И то там они не деревню захватили, они остатки от этой деревни захватили. Вот за что? Вот за что эти люди там гибнут? Просто чтобы показывать миру, Западу, вот нам своих людей не жалко. Плевали мы на этих людей, ничего они для нас не значат. И сейчас будет забор резервистов. И дальше будет продолжаться. Дальше. Армения, Кавказ. Салам алейкум. Ва алейкум салам, Армения. Приветствую, армяне. Давайте почаще заходите к нам, армяне. Что-то редко мы видим. Нас хотят стравить. Нас продолжают травить. И мы должны, несмотря ни на что, мы вам ничего плохого, армяне, не делали. И мы должны, чтобы избежать для нашего, мы сейчас там советы евреям, там арабам даем, чтобы не было конфликтов, детям, внукам не передавать конфликты. Так нам должно и самим ума хватить, и чтобы у нас не было этих конфликтов, чтобы мы наши конфликты не передавали нашим детям, внукам. А хотят разделить нас на север, юг, мусульман, христиан, чтобы мы долбили друг друга, убивали, взрывали, там еще что-то. Ни в коем случае мы не должны допустить. Слава Богу, что с Азербайджаном, вот, несмотря на такие вот войны, противоречия, вы начинаете объединяться. Это отлично, это очень хорошо. И нам всем нужно, заходите, общайтесь, давайте быть вместе. Понимаете? Давайте быть вместе. Войны нужны только нашим врагам. Нам они не нужны. Нашим людям они не нужны. Нашим детям, внукам они не нужны. Понимаете? Мы всегда договоримся. Понимаете?
Войны начинают не народы, а правительство и власти. Мы не должны этого допускать ни в коем случае. Нам делить нечего. Так, дальше. Это не знаю я, вот дадут или не дадут. Вот знаешь, пятая колонна КГБ УССР в Украине, она делает все, чтобы вот это проблемы были с этим вооружением и так далее. Я думаю, там уже давно было бы по-другому, если бы власть была бы менее инфильтрирована. Понимаете? Салам алейкум чеченцам. Оп. От кого? Эдо. Валейк салам. Молодец, согласен с тобой, Адлет Тлешев. Вы правду кажете. Акнави, спасибо большое, спасибо. Единственный выход – это выход из системы, хоть это и трудно. Не понял? Так. Асна, как ты думаешь, ФРГ начнет призывать женщин на войну? Эд, я не знаю, начнет или нет, но сейчас в Чеченской республике уже гуляют голосовые сообщения, WhatsApp раскидываются, что все женщины, врачи обязаны стать на воинский учет, обязаны все получить военные билеты, все до единого, все врачи, все женщины, по-моему, до 45 лет, по-моему, возраст, не помню, могу ошибаться, они все обязаны стать на воинский учет. И они собираются, я думаю, да, они считаются массовую мобилизацию сделать. И завалить трупами, заваливать трупами. И вот женщины, как и во Вторую мировую войну, должны будут выполнять роль санитарок, вытаскивать раненых с поля боя там, и так далее, и так далее. Такая вот. Ассаламу алейкум, ваша от Лезгинов. Алейк салам. Ты пишешь от Лезгинов, но у тебя написано аварский повар. Аварский повар. Как так получается? У тебя ник аварский повар, а ты лезгин. Ты лезгин, который готовит для вкусные аварские блюда? Не могу понять. Надо, чтобы Европа включила в этот процесс. Надо, чтобы и Европа включилась в этот процесс. Да, Снабек, нужно бы. Давно пора, на самом деле, Европе вмешаться и включиться в процесс. Ну вот все ждут, что вот до последнего оттягивают, что вот украинцы справляются. В принципе, война-то изменилась, абсолютно другая стала. Планировали там, помните, как там томагавки, не томагавки, а какие там джавелины сперва были, там потом леопарды, там еще чего-то, там Брэдли и так далее, и так далее. А теперь это уже не работает, понимаете? Сейчас вот так висят дроны в небе, и все, весь ужас наводят вот жужжание этого дрона. Все, война изменилась. И теперь украинцам, в принципе, по идее, ничья помощь не нужна, если так посудить. Они справятся с этим врагом своими силами, даже если весь мир от них отвернется. И все теперь, ну, халяву теперь ждут. Мы сейчас, у нас время есть, мы готовимся, там, и так далее. Поэтому, конечно, надо бы Украине быстрее помочь, быстрее передать томагавки. Вот мы сейчас говорим на 4-й год уже, почти 4-й год уже, 4 года скоро войны. Мы говорим о томагавках. Почему нельзя было в первый день о них говорить? Понимаете? Вот в чем вопрос. Ну, не в первый день, в первые месяцы, например, допустим, если думали, Украина не выстоит, там все такое. Выстояла же. Не только выстояла, там такой урон нанесла России, от которого Россия уже больше себя не придет. За все голодоморы, за все преступления, которые Россия совершала в отношении Украины, украинского народа, внуки, правнуки, правнуки
тех, кого убивали, вот они теперь показали, так сказать, Кузькину мать. На России человеческая жизнь вообще ничего не стоит. Не стоит абсолютно. А мне думается, что эта зима будет катастрофой для ФРГ и война закончится. Ну, Шамиль, будем надеяться. Будем надеяться. Украинцы молодцы. Они сейчас разработают новые дроны, недорогие, которые могут выполнять работу ПВО. Да? Совершенно верно. Абсолютно так. Госдума одобрила повышение НДС до 22% с 2026 года в первом чтении. Ну, деньги нужны. Пенсионный возраст увеличили. Да все уже. Катастрофа у России. Они будут просто оттягивать вот этот свой конец. Они будут скидывать. И свои территории они будут скидывать. И Кавказ они скинут. И Татарстан, и Башкортостан они скинут. Все они будут скидывать. Главное, чтобы вот это учреждение сохранилось. Причем они это будут делать такой хорошая мина при плохой игре, так сказать. Как Путин спокойно, там, без эмоций. Да, все нормально, мы побеждаем, по всем фронтам наступаем. Где вы там по всем фронтам наступаете? Деревню 0,5 квадратных километра захватили. Вторая армия в мире, да. А что такое Украина? Сейчас замерзнет, газ отключим, сразу приползут на колени. Замерзнут от холода, сейчас мы им отключим воду. И абсолютно бесстыжие просто. К сожалению, в Украине очень много работают агентов фашистской Российской Федерации, и они во власти, и в СМИ, и не только. Абсолютно это. Это самая большая проблема Украины. На сегодняшний день российскую проблему они смогли остановить, вопреки той агентуре, которая сидит в тылу. Именно чеченские, говорю, украинские парни и девушки смогли остановить. Простые люди вышли, тероборона и так далее. Какая в Украине армия была? Мы же помним еще в 2014 году. Это украинский народ, украинская нация, всех национальностей, всех вероисповеданий, всех национальностей отстояли. Слава Украине! Слава! Асан, как ты думаешь, Путлер боится, что его могут убить в любой момент? Ну, знаешь, у меня есть сомнение, что его кто-то хочет убить. Ну, его окружение может его убить, но здесь, на Западе, мне кажется, он устраивает. Он очень аморальный, он очень продажный. И все равно он, мне кажется, в этом смысле устраивает. А так, конечно, я думаю, он боится. Я думаю, он не зря в бункерах сидит и так далее. И его могут убить, ну, кроме там, украинцев, могут убить и, конечно же, и в первую очередь свои. Я думаю, армия, которую он вообще, об которую он ноги вытер, она, я думаю, очень недовольна им. Но они это заслужили. Они это заслужили. Они сами пошли на это. Великая русская армия, да. Зеленский, выступая на фабрике Saab в Швеции, заявил, что Россия потеряла уже 1 миллион 300 тысяч человек. Напомню, потери — это все сразу. Убитые, раненые, дезертиры, пропавшие без вести. Если бы в Украине в правительстве были патриоты, Рашка в 2022-2023 году пришел бы конец. Да, Баланетка? Думаю, да. Азан, как ты думаешь, Путин, так, это мы уже читали. Привет с України, дякую за підтримку. Приветствую, вітаю вас, Украина. Витаю, Украина. Бунт фашистской Российской Федерации возможен только если ведут сухой закон. Да, к сожалению, не будет там никакого бунта. Может быть, будет бунт военных, то есть военная хунта может прийти к власти. Когда была война в Ичкерии,
Лебедь, когда мы окружили российскую армию в Грозном, в других населенных пунктах, и тогда военные начали понимать, что ну, их ФСБ как бы особо... ФСБ как делает? Она вперед посылает армию, а потом, когда победа уже получается, они берут все управление себе. То есть, если поражение, проблемы, это все военным, а как только все нормально, они всю власть забирают себе. И они, когда Грозный, тогда еще город Грозный, тогда его, когда освободили, наши захватили его, тогда они уже понимали, что их будут уничтожать, военных будут уничтожать. И тогда вышел Лебедь от военных и сказал, давайте будем договариваться. У Ельцина, у ФСБшника не было рейтинга никакого, а Ельцин был ФСБшником, все вокруг него были ФСБшниками. И тогда ФСБшники поделились немножко властью с военными, то есть с Лебедем. И потом он там вторым, по-моему, шел, потом он отдал голоса Ельцину там, и так далее, там поднял свой рейтинг и так далее. Это не значит, что он не был имперцем, что он не был там и так далее. Все как положено у этих военных, они ничем не лучше ФСБ, но между собой они для ФСБ никто, их использует просто. Им это, наверное, неприятно. И вот сейчас может произойти вот аналогичная ситуация, когда военные скажут, все, ребят, нам уже это надоело, вы нас тут посылаете на абсолют смерть. Хотя тогда еще более-менее у военных какие-то позиции были. Сейчас уже никаких позиций не осталось. Все военные, которые более-менее, у них там генералы, там какие-нибудь более-менее из себя представляющие какую-то там силу, полностью скомпрометированы чеченской кровью, чеченскими убийствами, геноцидом чеченского народа, коррупцией, деньгами, миллиардами и так далее. И поэтому они все уже никто и звать их никак. И им сейчас, ну, трудно военным какую-то хунту, и то тогда Лебедь хунту же не поднял, он просто предложил услуги. И ФСБшники решили воспользоваться, а потом его грохнули. Когда им нужно было его грохнуть, убрать его просто-напросто, чтобы на всякий случай вообще не претендовал на власть. Вот эта ситуация была. Поэтому, может быть, военные поднимутся, может, какая-нибудь хунта попробует захватить власть. Но даже если она захватит Кремль, вся система построена под КГБ, под ФСБ. Поэтому управлять этой системой они не смогут, эти военные. Они это понимают. Они могут Путина судить, свергнуть, они могут захватить власть и потом люстрировать все КГБ и подтянуть народ. Но в таком случае им самим нужно быть не военными преступниками, а практически все офицеры, все на чеченской крови, и сейчас уже на украинской и на грузинской, они уже все уже запятнаны просто. Им это очень сложно будет. Поэтому, ну, фактически нет там никакой альтернативы, какого-нибудь там беспощадного бунта. Есть русские на самом деле патриоты, русские демократы, думающие русские. Это есть такая группа, 14% называется. Их преследуют, их убивают и так далее. Это на самом деле не симулякры, настоящие русские. Но вы, я уверен, многие о них не слышали. Хотя это очень такая идейно мощная такая группировка, но они сейчас их поразбивали, преследуют, сажают, там, убивают, все как на России. Вот, они вы могли бы организовать. Ну и на Западе не нужны эти такие свободные. Им на Западе тоже здесь, например, любым спецслужбам нужны управляемые. И вот мы стоим перед дилеммой. Взять каких-нибудь там управляемых, каких-нибудь Ходорковского, какого-нибудь Гудкова, тоже КГБшника, и других там Яшиных, кто у них там еще этот, Карамурза там и все остальные. Но это все гибня, просто махровая. Вот они умеют себя преподнести здесь. Ну и здесь на Западе предпочитают иметь дело с нормальными ФСБшниками, как они считают. Потому что у тех влияние, у тех там и так далее. Ну, все здесь перемешалось, все очень сложно. Очень сложно. Очень сложно. Аслан, салам алейкум. Брат, ты за Россию? Ва алейкум ассалам.
Я за Чеченскую республику Ичкерию и за ее величество господин чеченский народ. Ну и, конечно же, я в первую очередь за справедливость. И если чеченцы будут неправы, я это тоже скажу. И говорю. Ну, вот как-то так. Да. Генерал Лебедь родом из Новочеркассы, где КГБ убивало работягу во время бунта. Но это видел и сам стал таким же, увидев мирно 20 января в Баку. Да, конечно, Лебедь ничем не отличался. Это был такой же имперец, такой же один в один, как ФСБшник, но ФСБ их боялась. А так они для нас они одинаковые. Для нас они одинаковые. Кстати говоря, Аслана Масхадова, я так полагаю, я предполагаю, Аслана Масхадова, они вот именно военные окучивали, что вот мы там договоримся, там третье, десятое. И как бы Масхадов, видимо, думал, что российские военными ему легче будет договориться. Ну, короче говоря, наломал дров, так сказать. На этом я свой стрим, друзья, заканчиваю. Спасибо вам всем, спасибо, что смотрите, поддерживаете. Я завтра постараюсь снова выйти в эфир. Все будет Ичкерия. Нохчик Амдинду Ичкери Динью. Слава Украине. God bless the United States of America und Deutschland und Ичкерия und все остальные. Всего самого хорошего. До свидания, друзья.